В рамках рабочей поездки по Мирнинскому району временно исполняющий обязанности президента республики Егор Борисов совместно с руководителями министерств и ведомств посетил город Удачный. В ходе своей поездки он встретился с населением города и поселка Айхал. В ходе своего выступления Егор Борисов рассказал о реализации республиканских программ, направленных на социально-экономическое развитие Якутии, в числе которых поддержка традиционных и создание новых отраслей экономики, включая инвестиционные проекты. Среди первостепенных задач он назвал повышение уровня зарплаты бюджетникам, увеличение строительства жилья, снос ветхого жилья, расширение социальных пособий льготникам. По всем этим направлениям сегодня ведется усиленная работа. Отдельно Егор Борисов остановился на значении акционерной компании «Алроса» в социально-экономическом развитии республики. Многие сегодня в бизнесе представляют в том, что крупная промышленность как источник дохода. Но это может быть правильно, но с другой стороны для Республики Саха-Якутия компания «Алроса» это нечто большее, чем некоторые представляют. Это для нас гарант развития республики, это гарант нашего успеха. Это связано многими не только экономическими параметрами, но это связано и с социальными вопросами. По завершению доклада Егор Борисов перешел к диалогу с присутствующими в зале. Во время встречи в общей сложности прозвучало около 40 вопросов. Часть из них касалась сроков проведения оптоволокна до Удачного и Айхала. По словам исполняющего обязанности президента, в следующем году кабель оптоволокна будет доведен до Мирного, что уже значительно улучшит качество интернета на северных площадках. Интересовало жителей и строительство детских садов. В течение 2-3 лет на территории района будет возведено 6 детсадов, и в том числе 1 в Айхале. В ходе встречи от жителей прозвучало и несколько просьб, на которые глава республики откликнулся положительно. В частности, в Айхале должна появиться новая ставка мирового судьи и решится вопрос по открытию автострахования ОСАГО. А в Удачном, возможно, появится свой асфальтовый завод и новая автозаправочная станция. Надо будет это поддержать. Я с генеральным директором Саханефтегазбыта Никитиным Игорем Юрьевичем поговорим. Также на встрече отдельное внимание уделили проблемам в сфере здравоохранения. По словам Егора Борисова, в ближайшие 2-3 года ситуация должна измениться к лучшему. Уже в следующем году в Мирнинский район будет направлено 100 специалистов. В завершении встречи ветераны труда могли лично пообщаться с главой республики. В целом вообще очень хорошо. Я, честно говоря, думал, будет поскромнее все. Не так много вопросов будет охвачено, но от президента у меня очень позитивные такие мнения. Мне кажется, что вот вопросы, которые поднимались сегодня, они очень быстро решатся. Почему-то вот позитивов было очень много, и кажется, что президент слышит народ. Уже после того, как на все вопросы жителей Удачного и Айхала получили исчерпывающие ответы, Егор Борисов с удовольствием задержался в зале, чтобы сфотографироваться с ветеранами и лучшими работниками компании.